Сделала тесто для блинчиков. Прямо пенка получилась, потому что на домашней молочной сыворотке. Они, правда, будут толстенькие, но вкусные. Смотрите, не тесто, а просто красота. Пенка. Надеюсь, первый блин не полный. Поставила в двух сковородках. Одна маленькая, чугунная, а вторая большая. Для первых блинов чуть-чуть налила капельку масла, а потом уже не. Вот такая красота у нас получается. Вкусные, поджаристые, не очень сладкие, правда. Добавила мало сахара, чтобы мама поела. Всем приятного аппетита. Пока-пока. А это у меня, как всегда, экспериментальные блинчики. Я добавила в тесто 2 столовые ложки кукурузной муки. А все почему? Потому что мне неохота было идти в кладовку. И тогда получаются вот такие эксперименты. И внешне очень даже ничего, румяный блинчик. На вкус попробовала, девочки. Абсолютно не чувствуется кукурузная мука. Только немножко есть запах. И все. Дырочки, как всегда, прекрасные. На сыворотке вообще обалденно получается. Да, прелесть. Вот такая красота и вкуснота. Луна с кратерами. В общем, девочки, можете смело добавлять кукурузную муку в блинчики. Получится очень вкусное и полезное тесто. Насчет сахара я добавила 5 столовых ложек. Думала, это будет мало, но это для меня в самый раз. Я люблю сладкие. Но для мамы не знаю. Будем собирать стопку, двух тарелочках, маленькие блинчики и большие. А мама, если покушает, выпьет приозолин или сухостин или что-нибудь другое из антигистаминного. А я вообще люблю все сладкое. Такая прелесть, правда? Ничего не подгорает. Тесто мягкое, пушистое, пышное. Но в конце я себе все равно зажарю сильно несколько блинчиков. Смотрите, без этого небольшие без точки у меня получилось. Не очень тонкие. Если вы хотите тонкие, готовьте на молоке с водой. А если вы хотите пышненькие блинчики, видите? Это уже на сыворотке, на простокваше или на кефире. Маленькие блинчики обычно любят детки, их угощаю на улице. А эти любят взрослые. Сейчас поведу ваших родственников и соседей. Мы с мамой столько не поедим. Все, друзья, готовьте с удовольствием, кушайте с аппетитом. Всем хорошего настроения, доброго вечера. Всем пока-пока.